В прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом» и я, ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Как свидетельствуют данные Росстата, количество пенсионеров в России неуклонно растет. Увеличивается и средняя продолжительность жизни. В связи с этим актуальным становится вопрос обеспечения пожилых необходимым уходом и защитой. И сейчас трендом сегодняшнего дня становится появление и развитие пансионатов для пожилых, где они не просто доживают свой век, а получают профессиональную и качественную заботу. Об этом и другом сегодня мы поговорим с директором Центра социального обслуживания населения «Азатлык» Ильгамом Факиловичем Абдулгужиным. Здравствуйте, Ильгам Факилович. Здравствуйте. В прямом эфире в ближайшие полчаса вы можете звонить и задавать свои вопросы по телефонам студии 5 14 94 и 5 14 95. Ну а мы приступим к нашей беседе. Ильгам Факилович, раньше вы возглавляли комплексный центр социального обслуживания населения, да, потом была проведена реорганизация, и вы стали руководить автономной некоммерческой организацией Центра социального обслуживания населения «Азатлык». И часть функций была передана другому социальному учреждению. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло? После принятия федерального закона о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации, это было в конце 2014 года, у нас в Республике Башкортостан активно началась реализация именно данного закона и реформирование сети социальных служб. У нас первым делом появились пилотные проекты в городах Стерлитамак и Благоварский район, именно некоммерческие организации, которые оказывают социальное обслуживание именно для пожилых граждан на дому. И после того, как этот пилотный проект был признан удачным, у нас данное направление работы расширили на всю республику. И здесь то, что главным фактором, наверное, этого реформирования стало, что семья и дети осталось в Межрайонном центре социальной помощи семье и детям, а обслуживание, именно надомное обслуживание, перешло к ведению негосударственных служб. Это у нас создалась некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Азатлык». Вы уже сказали, это социальное обслуживание на дому. Вообще, какие направления основные? Это и еще какое-то? У нас основное направление работы, именно некоммерческая организация, это социальное обслуживание на дому. Но при некоммерческой организации нами учреждена коммерческая организация. Это тоже, наверное, с учетом требований времени, с учетом спроса. После того, как у нас государственное отделение Дома престарелых в Сибае, она закрылась с 1 января 2016 года, мы на базе этого учреждения открыли частный пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов, потому что есть потребность в данных услугах, потому что у нас ближайший на данный момент государственный дом-интернат располагается в Архангельском районе. Это очень далеко и неудобно даже для тех людей, которые нуждаются, либо родственникам, которые хотят временно устроить в дома престарелых. Это все географическая расположенность и, наверное, какие-то бюрократические моменты получения путевок тоже это затягивает время именно для устройства дома престарелых. В начале эфира уже было сказано, да, что пенсионеров у нас в России в целом становится все больше, это число неуклонно из года в год растет. А на вашей работе как это сказывается? Здесь есть вопрос нуждаемости, да, пенсионеры растут. И качество, наверное, если, наверное, этих людей, которые старше 80 лет, качество здоровья или качество самочувствия, наверное, тоже ухудшается, и они каждый в какой-то степени нуждается в присмотре и уходе за ними. В большинстве случаев есть родственники, есть друзья, есть соседи, есть какие-то волонтеры, но не все, так скажем, могут получать уход за, родственники могут ухаживать. В связи с этим у нас мы протягиваем руки помощи социальных работников, которые будут ухаживать за ними на дому. Здесь ежегодно, так скажем, даже ежедневно рост обслуживаемых нами граждан пожилого возраста растет. Здесь, конечно, например, в 2015 году один социальный работник обслуживал 8 человек, а на сегодняшний день приходится обслуживать 13-14 человек одному социальному работнику приходится. Это в общей сложности мы на сегодняшний день обслуживаем 443 граждан пожилого возраста и инвалидов.
На территорию нашего города? Да, это силами 28 социальных работников. Мгм. Ну вот раз мы уже заговорили о социальном обслуживании на дому, на каких условиях вы оказываете? Это платная услуга или бесплатная услуга? Ну, главным, наверное, изменением после принятия вот этого федерального закона, который я сказал ранее, было именно определение нуждаемости. Раньше, независимо от того, там, проживает с пожилым человеком родственник, либо не проживает, социальные работники оказывали им необходимую помощь. Сейчас обязательно, если есть дети, если есть рядом проживающий трудоспособный гражданин, мы берем у них заявление, по каким основаниям они не могут ухаживать за этими гражданами. За этого главным критерием является определение нуждаемости. У нас в городе Сибай уполномоченным органом является Юго-Восточный межрайонный центр по признанию именно нуждающихся в социальном обслуживании всех категорий граждан, начиная от детей до пожилых. То есть, в принципе, вы кому-то можете отказать, да, если нет на то веских оснований? Да, если комиссия не определяет нуждаемость, мы можем отказать. Например, есть примеры, когда, например, инвалид третьей группы, мужчина, да, вот, обращается, в 50 лет ему. Конечно, инвалидность, он как бы и критерий нуждаемости, но он не лежит, он работает параллельно. Мы ему в любом случае не имеем права оказывать помощь именно социальным работникам. Потому что есть, хотя услуги являются платными, но они символически платные, которые установлены правительством Республики Башкортостан. Например, полы помыть в месяц там, около 200 рублей, там 4 раза полы помыть. Это как бы однокомнатная квартира имеется в виду. А так недорогая услуги у нас недорогие, как бы тарифы утверждены правительством Республики Башкортостан. Ну, да, это небольшая цена на самом деле за услуги, а, допустим, если человеку отказали, да, в предоставлении социального обслуживания на дому, но люди, которые его там родные, близкие, они готовы, допустим, заплатить определенную сумму. А вот в таком случае можно? Нет, да, здесь вот этот коммерческий сектор, который тоже приходит именно в сферу социального обслуживания, если человек не нуждается, но он может оплачивать, например, услуги коммерческой организации, пожалуйста, мы тоже предоставляем только уже за оплату, которую мы устанавливаем сами. Например, не за 200 рублей, а, грубо говоря, там, за 700 рублей в месяц мы это будем полы мыть, если вот в одном примере брать. А так, для пенсионеров, если пенсия, например, составляет меньше 10 тысяч рублей, то им бесплатно обслуживание. Если более 10 тысяч рублей на душу на одного человека в семье, то тогда уже платные услуги. А для трудоспособного это 14 тысяч рублей на одного члена семьи. А какие документы необходимо предоставить в ваш центр для того, чтобы претендовать на получение социального обслуживания на дому? Как я уже сказал, полномочия у нас Юго-Восточный межрайонный центр, туда обращаются с заявлением на той или иной вид формы обслуживания, и они уже нам направляют. Кроме заявления паспорта и СНИЛС, остальные документы уже по межведомственному взаимодействию запрашиваются. Ильгам Факилович, а что относится к основным услугам социального обслуживания? Вот вы сказали, могут прийти полы помыть, да, что еще? Ну, у нас на сегодняшний день самые, так скажем, развитые социально-бытовые услуги – это покупка продуктов, промышленные товары, уборка, доставка каких-либо, приготовление пищи, кормление и предоставление санитарно-медицинских услуг. Это санитарно-гигиенических услуг, это протирка там лежащих больных, помывка, такие услуги. И социальные медицинские – это обеспечение лекарственными средствами, которые по льготам положено, это помощь, сопровождение в госпитализации и другие виды услуг. А есть ли какие-то вот дополнительные услуги, которые вы там за дополнительную плату, допустим, можно оказывать? Здесь необходимо иметь в виду, что социальный работник оказывает, например, 4 раза, 2 раза в неделю может оказать услугу, например, по доставке продуктов питания пожилому. А остальные 3-й, 4-й раз она уже будет полностью платной. Потому что есть гарантированные услуги, например, 8 раз в месяц или там 2 раза в месяц полы помыть, или 8 раз в месяц доставить продукты питания, остальные плюс, там, например, 9-й, 10-й, они уже эти услуги оказывают за плату.
и другие виды услуг. У нас в нашей организации утверждено 98 дополнительных услуг по городу. И мы на сегодняшний день это и услуги домашнего мастера, которые по аналогии можно сейчас оказывать услуги тем гражданам, которые у нас состоят на обслуживании пожилым. Это, как я сказал, помывочная бригада. Пока мы здесь только первые шаги делаем. Надеемся, что мы в ближайшее время специальное оборудование для помывки на дому лежащих больных мы закупаем и будем уже на дому оказывать услуги по помывке лежащих. Потому что спрос на эту услугу тоже имеется. Конечно, будем развивать другие направления. Сейчас у нас на сегодняшний день проект по всей республике запустилась социальная няня. Это присмотр и уход на дому за детьми до 3 лет. Это, надеюсь, что будет на эту услугу спрос. Да, и здесь тоже будет где-то платно, где-то бесплатно, где-то частично платно. Это уже в зависимости от доходов членов семьи. Конечно, здесь необходимо иметь в виду, что многодетные дети, семьи воспитывающих детей-инвалидов, они уже в любом случае будут бесплатные получать эту услугу. Здесь тоже оговорюсь, что эта услуга 8 раз в месяц, это 2 раза в неделю, да, 2 раза в неделю, это 3 часа 45 минут. Может посидеть социальный работник, не только посидеть, а оказать услугу по присмотру и уходу. Это может быть и прогулка, и там какие-то занятия. Накормить, да, где-то накормить, позаниматься. И уже то же самое 8 раз мы можем оказывать эту услугу. Здесь надеюсь, что есть, например, старший ребенок, которого надо повезти в больницу на прием. Да. В этот момент мы можем заменить, подхватить, оказать эту услугу. То же самое даже в больницу, касаемо детей-инвалидов. Некоторые даже, например, могут в концерт сходить, может какие-то другие дела поделать именно с другими детьми. А мы в это время будем заменять. Мы квалифицированными специалистами, мы специально отобрали 2 сотрудниц, которые работали воспитателями в детских дошкольных учреждениях, и надеемся, что качество оказываемых нашим услуг будет на хорошем уровне. Ну, вообще, действительно, услуга очень востребованная. Вы успокоили тем, что сказали, что работали в дошкольных учреждениях, есть определенный опыт, потому что, если брать даже опыт по республике, да, не всегда няни оказываются добросовестными. Это тот же недавний случай в Уфе, да, когда там няня избивала ребенка. То есть строгий контроль за всем этим? Нет, здесь надо иметь в виду, что они являются нашими работникиками. Те, кто хочет получить услуги, заключают договоры с нашей организацией, и мы полностью несем ответственность за качество предоставляемых услуг, за этого сотрудника, потому что у нас требования тоже, обязательные условия требования о наличии либо отсутствии судимости этих сотрудников, потому что работа и с детьми, и с пожилыми требует особого внимания, так скажем, чтобы не было каких-либо, как сказать, инцидентов. Да, инцидентов, да, вот таких, чтобы не допускать. Вот вы уже говорили, да, что нянь вы там контролировать будете, а вот то, что касается социального обслуживания на дому, там, как они помыли полы, как предоставили там какие-то другие услуги, как вы контролируете это качество? Какие-то проверки производите или... Это у нас внутренний контроль имеется, который проводит, например, специалист по социальной работе. Каждого сотрудника, например, хотя бы раз в 2 недели мы стараемся обходить. Не каждую бабушку, а выборочно мы обходим, проверяем. А так у нас имеется в учреждении создан и наблюдательный совет, и попечительский совет, которые полностью у нас за нами, так скажем, ведут наблюдение, как мы оказываем эту услугу. В последнее время у нас в Республике Башкортостан и по всей Российской Федерации распространяется такой вид, скажем, общественного контроля, это независимая оценка качества услуг.
В этом году это и здравоохранение проверяет, и образование, и в том числе социальное обслуживание. В этом году мы, город Сибай, тоже под эту проверку попадаем. Они, может быть, уже сегодня проверяют. Мы даже не должны, и, да, они могут позвонить любой нашей бабушке, любому нашему получателю наших услуг, и даже нашим сотрудникам мне могут позвонить, задать какие-то вопросы, наверное, здания нормативных актов в сфере социального обслуживания. Это мы даже можем не знать. Но контроль он есть, контроль и со стороны родственников этих получателей услуг. И бабушки тоже у нас, тоже, так скажем, непростые. Они тоже проверяют, они тоже, у них требования очень высокие. Ну да, я думаю, что социальным работникам не всегда приходится легко, потому что все-таки у каждого человека свой характер, да, чем старше человек становится, тем обычно определенные моменты какие-то могут возникать. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Мы сегодня говорим о профессиональном уходе за пожилыми людьми. Вы можете звонить нам по телефонам студии 5 14 94 и 5 14 95 и задавать свои вопросы. Ильгам Факилович, мы поговорили уже о социальном обслуживании на дому. Теперь хотелось бы пообщаться на тему вашего пансионата для пожилых. На сегодняшний день сколько человек там проживает? У нас всего рассчитано на 25 койко-мест. Есть, так скажем, потребность. У нас не только из города Сибай проживают у нас пожилые, есть и с Магнитогорска, с Кизила, с Баймакского района, с Янчуринского, Зилаирского района. У нас разный такой, мы всех география здесь, расширена. да, география расширена, потому что, как я уже сказал при вступлении, то, что в каждом районе раньше существовали маленькие дома престарелых, там на 10-15 койко-мест. Их все они закрылись. На сегодняшний день им, как говорится, идти некуда, они обращаются к нам, и мы по возможности принимаем их и оказываем необходимый присмотр и уход. Ну, 25 это не так много, то есть, наверное, очередь уже определенная, да, существует? Или? Очередь определенная. У нас где-то 5-7 человек у нас всегда в ожидании стоят, так скажем. У нас, потому что очередь она есть, но она не такая, потому что у нас разные варианты услуг. Мы и в форме дневного пребывания с утра, там у нас 2 человека ходят, они могут на 10 дней, могут на 14 дней. Есть краткосрочные на период отпусков или либо на период там, даже подлечить там у нас, потому что имеет обслуживание есть, бабушек, дедушек тоже оставляют, и мы эти услуги оказываем. И есть постоянно. Постоянно у нас занято где-то 16-18 койко-мест на постоянной основе. Они уже где-то с прошлого года, как с открытием, мы в мае месяце прошлого года открылись, и они с этого времени они уже у нас проживают. И думаем, что они постоянно будут у нас пока, по крайней мере, проживать. Остальные 7-8 койко-мест, они всегда текущие. Нету там, например, на 10 дней приходит, кто-то на 20, кто-то на месяц. В этом формате. А как обстоят дела с условиями, какие там созданы условия, да? Как питание организуете для них? Условия мы, конечно, постепенно это все приводим в соответствии с требованием санитарно-эпидемиологического. Но Санпин мы привели в соответствие с пожарной безопасностью. Конечно, есть на сегодняшний день вопрос стоят по доступности, потому что у нас отделение расположено на 2-м этаже. Этот вопрос тоже, надеемся, в ближайшие 2-3 месяца нам удастся решить. И таковых комфортно будет для всех. Потому что мы многим сегодня приходится отказывать тем, кто тяжело ходит, либо лежащим, так скажем, пожилым. А питание у вас там? Питание у нас в питании, медицинское обслуживание, культурно-досуговые мероприятия проводятся. Здесь хотелось бы сказать насчет культурного досуга. У нас есть постоянные друзья, например, в лице студентов Сибайского института, медицинского колледжа, которые даже последние 3 месяца они от нас не уходят. Там одна группа приходит, оказывает какие-то мероприятия, проводит, общаются с ними. Потому что главное нашим пожилым дедушкам, бабушкам – это общение.
Ну а в целом там распорядок дня у вас как выглядит? Там как в больницах, я не знаю, где есть там время на тихий час, да, там. Нет, всё. да, мы в любом случае распорядок дня стараемся соблюдать, но это тоже разные бабушки, разные... Не жесткий график. Да, ну как бы стараемся, чтобы, потому что есть распорядок дня, он утвержден, должен быть тихий час, мы этот тихий час тоже стараемся всех уложить. Но всех уложить не получается, потому что сейчас, так скажем, развито даже это вот заболевание, там, например, потери памяти. Это не является, там, например, каким-то психическим заболеванием, но бабушки там, в силу старости у них уже с памятью тяжеловато. Вот с такими, конечно, вот, определенный отдельный другой подход к работе, конечно, их там не получается просто так со всеми вместе уложить. Ильгам Факилович, вообще вот по вашей практике чаще всего кто в вашем пансионате оказывается? Одинокие граждане, о которых вообще некому заботиться, да? Или все-таки родные, которые осознанно на профессиональный такой уход направляют своих пожилых? Ну, здесь у меня всегда и задача, наверное, как социального работника, у меня задача, чтобы любой гражданин, пожилой, там, бабушка, дедушка, они должны жить, например, и умирать, грубо говоря, в домашней обстановке, в своей комфортной, привычной среде. Это у нас цепочка всегда. Вот люди приходят, где-то в отчаянии приходят, говорят, вот мне тяжело там ухаживать, давайте вот в дом престарелых. Нет, мы изначально отрабатываем социальным работникам. Социальный работник, если достаточно этот уход и присмотр социального работника, то уже облегчается, например, работа родственников. Если социальный работник, как говорится, не помогает, то уже оказываем помощь сиделками. И, наверное, последним вариант, это, как говорится, у нас дом престарелых. Но в любом случае у меня всегда свое видение, должны ухаживать родственники, которые имеются. Да, там есть личная жизнь, конечно, каждого гражданина. Кто-то у нас, вот, я знаю, многие вот, ухаживают, они просто даже за советами приходят, а так они ухаживают сами за пожилыми. А так у нас большинство те, которые родственники далеко, и у нас большинство такие. Так вот при живых детях, так скажем, таких нету. Есть, конечно, вопиющие случаи, но об этом, конечно, по телевизору не будем говорить. Роза Ташкова, если не ошибаюсь, задает вопрос. Я живу одна, мне 79 лет. Могу ли я отдать вам свое жилье и переехать к вам в дом престарелых? Пенсия маленькая, квартиру оплатить я не в состоянии. Ну, такие способы, скажем, они распространены только в городе Москве. Здесь, конечно, необходимо нормативную правовую базу отработать как бы на уровне либо городского совета, либо на уровне республики, чтобы можно было, это так называемая обратная ипотека. Конечно, можно попробовать, но здесь надо очень тщательно это все проработать, чтобы потом итого не выглядеть каким-то мошенником. Здесь ну, мы индивидуально этот вопрос можем отработать. У меня телефонный номер 588-22, можете позвонить. Это в понедельник, там, например, часов в 11, потому что завтра я в Уфу. Еще один вопрос в связи с этим как раз тоже поступил. На каких условиях вообще осуществляется обслуживание? Не обслуживание, простите, а проживание. Ну, у нас условия, как я уже сказал, это у нас не государственный пансионат. И здесь должна быть определенная рентабельность. Конечно, мы на этом там, денег там, не зарабатываем. У нас полностью вся оплата идет на покрытие коммунальных расходов, там, на заработную плату, на налоги и на организацию питания и медицинского обеспечения. Здесь условия договорные. У нас минимальная стоимость 450 рублей, максимально 800 рублей. Это с уровнем касаемо самообслуживания. Если человек может сам себя полностью обслуживать, то это минимальные тарифы. Если необходимо там, уже уход больше, там, например, даже вплоть до кормления, тогда уже и у нас оплата. И оплата зависит от комнаты, занимаем двухместные, трехместные и четырехместные. То есть как минимум 2 человека в комнате проживают? Да, ну, конечно, у нас двухкомнатных комнат мало, 2, потому что мы изначально планировали больше 2 комнат, но как бы потребность большая, и нам пришлось
как бы Расширить. да, расширять. Вот. Один вопрос поступил, спрашивают про девушку с 2 несовершеннолетними детьми, но, уважаемые телезрители, это не относится к теме нашего сегодняшнего эфира, потому что мы говорим о пожилых гражданах, и этот вопрос мы пока оставляем без внимания. Зоя Васильевна задает вопрос. Мне 77 лет, и инвалидности нет, живу одна, еле хожу и болею. Могу ли я пользоваться услугами социальных работников? Зоя Васильевна, конечно, можете пользоваться. Если вы контакты определенные оставили, мы с вами свяжемся. А если контактов нету, вот тот же самый номер телефона, я хочу продиктовать, Зоя Васильевна, вы позвоните, мы придем и социального работника в любом случае закрепим. 588-22. 588-22. Да. Ну, легко запомнить. Ну или можете, Зоя Васильевна, позвонить к нам на студию, назвать свои координаты, мы Ильгам Факиловичу обязательно их передадим. Девушка по имени Айгуль интересуется. Женщина ухаживает за бабушкой 3-й группы инвалидности. Могут ли быть ей какие-то выплаты? Ну, здесь вопрос, наверное, она слышала про те приемные семьи, которые у нас Минтруд объявлял. Но данный вопрос еще прорабатывается. Наверное, будут какие-то определенные только пилотные регионы. Пока в город Сибай об этом в этот пилотный регион не входит. Но здесь, если выплаты, конечно, уже можно по пенсионному направлению, по пенсионному фонду, там, по уходу за инвалидом, там, и либо по социальной защите какие-то выплаты есть. А так вот приемная семья, надеемся, что это направление выработается, и это будет хорошей альтернативой именно для замены домов престарелых. Что касается работников, которые трудятся в вашем центре, вы уже называли, да, количество. Хватает ли вам этого количества, нет ли какой-то проблемы с кадрами и вообще какие требования вы к ним предъявляете для того, чтобы принять на работу? Ну, у нас кадрами на данный момент хватает. У нас средний стаж работников у нас 11 лет, все с опытом работы. Конечно, у нас должно быть больше социальных работников и больше обслуживаемых, но по каким-то причинам уже норма, которая для города Сибай выделяется правительством, она на сегодняшний день мала. На следующий год нам увеличили только на 15 человек обслуживаемых, а на дальнейший, конечно, тоже там на 20 человек. Но постепенно увеличение будет, потому что, как мы уже в вступлении говорили, о том, что повышается средний возраст пожилых. Ильгам Факилович, у нас время заканчивается, и буквально вкратце еще один вопрос. Мы знаем, что ваш центр принимает участие в конкурсах. Вот какие последние достижения? Ну, последнее достижение, это мы стали победителями «Лучший социальный проект года», именно касаемо работы пансионата для граждан пожилого возраста инвалидов. В республике? Да, в республике. А в России, конечно, мы попали только в 5, но будем... Только в 5 по России? Да. Как скромно это прозвучало. В дальнейшем, конечно, будем работать больше и будем расширять перечень оказываемых услуг. Спасибо. Все, большое спасибо за такую беседу. Хотим пожелать вам, чтобы в дальнейшем работа шла также успешно, чтобы у вас были новые достижения, о которых мы обязательно расскажем в нашем эфире. На сегодня все. Всего вам доброго и до встречи в следующий четверг. До свидания. Спасибо.